21 сентября в городе Грозно пройдут традиционные Кавказские игры. Сильнейшие команды со всех регионов Северного Кавказа будут бороться за главный приз соревнований и звание лучшей команды 2019 года. Автором идеи «Кавказские игры» стал наш первый олимпийский чемпион Исраил Арсамаков. В 2009 году в нашей республике впервые прошли Ингушские игры. Программа игр состояла из соревнований по традиционным видам физической активности народов Кавказа. Бег, борьба, джигитовка, скалолазание, стрельба из лука верхом, переноска тяжести, ходьба на ходулях. Игры вызвали большой интерес и за пределами Ингушетии. В 2010 году Оргкомитет по проведению Олимпийских игр в Сочи включил Кавказские игры в культурную программу Олимпиады. Тогда же распоряжением правительства в России фестиваль был включен в план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития СКФО до 2025 года. Одной из целей проведения фестиваля является содействие сохранению традиционной культуры и национальных видов спорта, укрепление дружбы и дальнейшего развития дружеских отношений между народами Северного Кавказа. В рамках фестиваля также проводятся показательные выступления по национальным видам спорта Республики СКФО, культурные программы с участием творческих коллективов, выставки изделий народных промыслов и произведения художников из субъектов СКФО и другие мероприятия.
Уже 10-е по счету Кавказские игры второй год подряд будут проходить в столице Чеченской Республики. В числе участников предстоящих состязаний и ингурская сборная, которая находится на завершающей стадии подготовительного процесса к очередным играм. Первого числа у нас будет жеребьевка, 22-го состоятся игры в городе Грозный. В прошлом году тоже они провели, в этом году они попросили, и они тоже в этом году тоже у них будет проходить. Так, мы здесь уже месяц работаем, готовимся к этим играм. Каждый на своем участке старается улучшить результат. Ну, что-то получается, что-то еще не получается. Над этим мы работаем. Сколько участников от Ингушетии будет участвовать? В каких дисциплинах они будут выступать? Вообще 12 дисциплин будет. Но у нас некоторые дисциплины, которые по местным условиям не позволяют, они у нас некоторые занимаются, например, на зране, там по мини-футболу здесь площадки не позволяют. И легкая атлетика, беговые дорожки здесь. Остальные все виды здесь у нас. Ну, каждый на своем участке есть тренера, которые работают, например, непосредственно на перетягивании каната, например, работает Газиков Руслан. Там борьба, Азамат. Ну, я отвечаю за 6 видов тоже. Ну, мы стараемся, есть определенная программа, по этой программе мы работаем. Но факт то, что это не олимпийские виды спорта, это специально разработанные, там ничего нету, и нам приходится как-то сам придумать какие-то различные способы, чтобы улучшить наши результаты. В отличие от прошлых Кавказских игр, какие-то были ли изменения внесены, и вы подстраивались ли под эти изменения? Были? Ну, в прошлом году у нас ставилась задача, а эта задача в этом году, правда, нам не ставили, но в любом случае наши ребята хотят выступить достойно, чтобы показать, каждый человек хочет показать свое, чем он в течение года занимался и что он может сделать. Изменения у нас, например, перетягивании каната, изменения появились новые участники, более уже мы подобрали их, у них тоже был отбор, более там сильные, будем сильные, масса чуть больше, это ребята мы подключили. Армспорт, перетягивание каната, борьба на поясах, лазание по канату, передвижение на ходулях, перенос тяжести на дистанции, поднятие тяжести и другие дисциплины заявлены на Кавказских играх, в каждой из которых сборная Ингушетии выставила своих лучших спортсменов. Команда полностью укомплектована, значит, по всем 12 видам. Настроение или подготовка, если процентное отношение так. Но я, конечно, ниже говорю, 80% где-то готово, есть, которые еще надо подработать. Иначе просто у нас некоторые условия не позволяют, чтобы мы готовились полноценно. А так все нормально. На какой результат вы рассчитываете? Это, как говорят, на некоторые виды мы рассчитываем призовые. На некоторые виды. Есть виды, которые у нас очень слабо в Ингушетии развиты. Например, легкая атлетика. Практически у нас одна там девчонка работает, и больше, например, в наших населенных пунктах легкой атлетики нету, и ей приходится за все отвечать. Вот это у нас там будет чуть-чуть минус будет, например, вот это вид. Например, прыжковое двоеборье. У нас такой вид спорта в Ингушетии нету, и там тоже у нас минусовая будет, потому что там потери у нас будут баллы. Безоговорочным лидером в дисциплине ходьба на ходулях несколько лет подряд является Темирлан Оздоев. На прошедших Кавказских играх наш земляк не оставил никаких шансов своим соперникам. В этом году Темирлан намерен закрепить свой успех и в очередной раз доказать, что его не зря считают лучшим в этой дисциплине. Пожалуйста, как ты попал в команду Ингушетии, которая участвует в Кавказских играх, как это произошло, когда это было? Где-то 8 лет назад мой старший брат Ингисан Оздоев, он выступал на ходулях и довольно-таки показывал хорошие результаты. И когда он уже стал трехкратным чемпионом,
я заинтересовался, и брат начал меня учить, и постепенно у меня получалось. В первом году я пробежал где-то 25 секунд, вот, и постепенно стал набирать, и в 2016 году, когда Кавказские игры были у нас в республике, поставил рекорд 16:33. Довольно-таки хороший результат, до сих пор никто не смог побить. Вот. Скажи, вот как тебе удается добиваться таких результатов, за счет чего? Это тренировки, это какая-то тактика какая-то, вот расскажи про это. Ну, благодаря наставлению нашего тренера Исмаила Расумова, который, я вам скажу, может быть даже палка, если ты сачкуешь, он заставляет. И, конечно же, каждый вид спорта требует много времени, труда и, конечно же, терпения. Нужно тренироваться побольше. И правильный подход, который показывал нам наш тренер, дает результат очень хороший. Секрет в тренировках, да, именно? Ну, есть своя техника, которую мы сами разработали, Ингисхан и Исмаил, наш тренер. Разрабатывалась эта схема уже где-то 5 лет, и с каждым годом она меняется, все улучшается. Секрет раскрывать вы не будете? Нет, не буду. А вот если сравнивать вот наших спортсменов, вот, в частности, вот даже на ходулях, если говорить, по сравнению с другими спортсменами, которые участвуют, какой уровень показывают наши ингушские по сравнению с ними? Со всеми видами, да? Да, да. Ну, у нас очень хорошие виды на ходулях, на лазании на канат. Также наши канатчики, перетягивание каната очень хороший результат показывают. Ну, в каждом виде наши спортсмены очень хорошие результаты показывают. Даже не занимают последние места, да. Каждое место там имеет значение, потому что идет бальная система. Вот. И можно сказать, большинство видов наши спортсмены показывают очень хорошие результаты. А вот в частности на ходулях у тебя есть конкуренты серьезные? Да, есть конкурент один, дагестанец, представитель Дагестана. Он с давних пор наш соперник. То я выиграю, то он выиграет. Ну, у нас так спорно бывает каждый год. Ну, как бы 50/50 у нас бывает. Перетягивание каната – вид спорта, в котором две команды путем физического направления и определенной тактики действия перемещают друг друга до победной отметки. В прошлом мужской олимпийский вид спорта, ныне одна из самых интересных и популярных дисциплин на Кавказских играх. 8 участников в каждой из команд, чей общий вес не должен достигать 1 тонны, располагается у разных концов каната. Руслан, расскажите нам немножко вот про правила, которые здесь учреждены, вот как должны победить, кто победитель, как определяется это все. Правила даются 3 попытки. Если подряд 2 попытки команда выигрывает, все, она побеждает. Если первую попытку выигрывает одна команда, вторую попытку другая, дается еще 3-я попытка. По итогам 3-й попытки побеждает команда, которая победила в 2 попытках. А вот от нашей ингушской команды сколько участников? По этой дисциплине 10 человек мы поедем в Грозный, а так команда состоит из 9 человек. А 8 человек, команда, которая сейчас тут находится, 8 человек. Еще 2 человека у нас еще не приехали сюда, должны приехать. Наша ингушская команда очень хорошо в этом виде спорта и в дисциплине выступает обычно. Вот как вы оцените наши шансы в этом году? Будем стремиться на 1-е место, но в тройке, в тройке будем. Каждый год на Кавказских играх в данной дисциплине ингурские богатыри стабильно показывают впечатляющие результаты и считаются лучшими среди всех команд Северного Кавказа. В предстоящем соревновании наша команда подходит в хорошем состоянии и находится на завершающей стадии подготовки. Участвуешь в Кавказские игры? Да, исла шуды. С самого начала, перетягивание каната, перетягивание каната, борьба на поясах,
силовой требует и перед каната усуда Андали участвовать. А подготовка может туда готовиться? Да, каждый день по 2 тренировки, это в 11 часов до часу, из 5 до 7. Тренажерный зал отклик сейчас дальше. Сангиш был в основном. Наша задача это канат, и на канате работаем. Утром силовые делаем и перетягиваем канат вечером. Да, игры скажете, схугел скажете, вообще может выступить до этой команды. Да, Андали диктат должен решиться. Настрой дикий балды ашкина. Так, дикий гад дальше цена дальше до туда цена решится игра должна. Да, в принципе, великий соперник ему бахти балды. В основном Силидик бы, ночи команда Муяц, Кабардинцы. В основном команда Дикицич. А команд отбирать по всей республике дикие мобок. Он проводит теж республиканские игры, ингушские игры проводить теж сами дикие больше. По всей республике дикие мобок отбирать. В прошлом году лучшими в своей дисциплине стали и наши армрестлеры. Предстоящим Кавказским играм ингушские спортсмены подходят в своей лучшей форме и настроены показать мастер-класс своим соперникам. Именно вот по армрестлингу у нас три спортсмена, и ребята уже у нас финиш идет уже. Сейчас ребята отдыхают, отработали все, тренировки провели как надо. И еще я хотел сказать, у меня наши ребята на Кавказских играх всегда занимали достойные места. В прошлом году по тяжам у меня Сагов стал первым, Тимурзиев стал третьим. Младший Тимурзиев, старший всегда выигрывал у нас. И вот так вот, сейчас они в хорошей форме подошли. Дали, Андали. Если в общем говорить, что вы лично для себя ожидаете от предстоящих Кавказских игр, если в целом говорить про нашу команду? Как вам наша команда, как вам состав? В общем, вся команда очень хорошо потренировались, мы с ними поработали. Я думаю, достойное место должны занять. В прошлом году 3-е заняли, там чуть-чуть нам не хватило там. До второго места. Но я думаю, в этом году мы призовое место займем далее. Команда-победитель Кавказских игр получит право провести следующий фестиваль культуры и спорта в своем регионе. Ингушские атлеты сделают все, чтобы в 2020 году наша республика приняла соревнования и закрепила свой успех.